Коми предложили принять новую программу капремонтов многоквартирных домов, повысить взносы до экономически обоснованных размеров, а часть средств компенсировать из бюджета региона. Эти и другие предложения прозвучали на заседании экспертного совета при комиссии Госсовета по ЖКХ. Александр Карепин о том, какие нововведения ожидают нас в будущем. По региональной программе до 2044 года необходимо отремонтировать более 54 тысяч конструктивов в почти 7 тысячах домах. Конструктивы – это части здания. Например, фундамент, стены, полы и крыши, лестницы, окна, двери и многое другое. Так, в прошлом году планировалось отремонтировать 1833 таких элемента в 845 домах. Однако денег хватило только на треть. В целях организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Реализация региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Республики Коми выявила комплекс проблем законодательного и правоприменительного характера. О том, что в Коми собирают недостаточно средств, говорят давно. Так, в 2014-м в регионе был установлен минимальный размер взноса – 2-3 рубля за квадратный метр в месяц. Это был не экономический расчет, а скорее политическое решение. Позже осознали, сумму нужно увеличивать. Подняли в несколько раз, но и этого оказалось недостаточно. Сегодня экономически обоснованная сумма – 30 рублей за квадратный метр. Но понятно, что если поднять до такого уровня разом, это приведет к социальному взрыву, тем более сейчас, в период пандемии. А потому нужно планомерное повышение и другие подходы. К примеру, софинансирование из республиканского бюджета. В прошлом году при формировании главного финансового документа на текущий год впервые было поддержано предложение депутатов о том, что правительство предусмотрит софинансирование в размере 200 миллионов ежегодно. Поправки в закон рассмотрят в апреле. Но финансовая составляющая вопроса далеко не единственная проблема. Зачастую при подготовке к работам выявляются аварийные дома, где ремонт и вовсе не целесообразен. Речь идет о том, что региональный оператор завершил капремонт в том или ином доме, и уже по завершению капитального ремонта дом признается аварийным. Это неправильно. Это приводит и жильцов, и все остальные стороны, участники процесса в некий правовой коллапс. И вот для того, чтобы, скажем так, привлечь к ответственности органы местного самоуправления за такие действия, необходимо внести изменения в нашу региональную нормативную базу. Осложняется и работа по взысканию задолженностей из-за отсутствия доступа к сведениям в базах данных, которые ведут Росреестр, МВД и налоговики. Получить информацию регоператор может только за деньги. Кроме того, сегодня он должен оплачивать госпошлины при подаче исков в суды. А это деньги, которые могли бы пойти на ремонт. Обратиться на федеральный уровень с тем, чтобы обязать данные государственной структуры на бесплатной для региональных операторов основе по всей стране делиться актуализированными сведениями о собственниках жилья, как на рынке вторичной недвижимости, так и на рынке новостроек. Важно проводить и энергосберегающий капремонт. Вести работы так, чтобы в будущем в доме лучше сохранялось тепло, жильцы могли экономить воду и электроэнергию. И, как следствие, экономить деньги на счетах за жилищно-коммунальные услуги. Такой грамотный подход позволит повысить собираемость не только платы за коммуналку, но и самих взносов на капремонт. Все озвученные на заседании предложения уже в скором времени направят на рассмотрение в профильные ведомства, в правительство республики и на федеральный уровень. Александр Карепин, Олег Юшков, телеканал Юрган.